Самое главное, когда ты оборачиваешься назад и не видишь пустоту, это счастье. Когда твоя жизнь заполнена чем-то. Сестра меня увлекла и пением, пришлось подчиниться. Старший брат не хотел. Но потом как-то в гости к нам приехала Марьям, моя тетя, и запретила какие-нибудь ему запреты в отношении нас. И она сказала, что она, в общем, за нас отвечает. Слава, когда пришла прям с первого концерта, с первых телевизионных передач, с первой записи на радио, пришла слава. Это были чеберлоевские частушки, макажойские частушки. Это были авторские песни моей сестры Малики Айдамировой. И в то время звучал дуэт сестер Айдамировых. Он был у всех на устах. Внезапно так уже скоропостижно ушла сестра. Надо было найти себе силы для того, чтобы довести до конца то, что начала она. На тот момент мне было, когда ее не стало, 17 лет. Если один человек работает с таким коллективом на сцене, когда нужно выставить 100 человек, 150 человек, и нужно выстроить программу, конечно, верховенство берут твои эмоции. Мы делаете все равно по-своему, а надо делать так, как понравится зрителю. Понятно? Давайте еще раз. Поднимаем плавно руки. Даже вот возьмем мой коллектив, Нур-Жоухар, да? Бывает, что он сразу же не переносит вот этого давления с моей стороны или требовательности и сразу пакует чемоданы, не успев прийти. А потом уже мне приходится индивидуально поговорить, где надо похвалить, сказать, объяснить. Как вы думаете, трудная ли работа вашего руководителя? Если спросить меня, то очень трудно. Но если спросить ее, она живет этой работой. То есть без этой работы она себя не представляет. И даже если она устает, что бы там ни было, сколько концертов она там не планировала, в любом случае она счастлива от того, что все проходит хорошо. Смогли бы вы ее заменить в один день ее отсутствия? Нет. Мне кажется, это невозможно. Никто не сможет ее заменить. Часто бывает во время работы, что руководитель не сдерживает своих эмоций. Как вы себя держите? Как бывают ли обиды какие-то? Или у вас уже какие-то внутренние установки? Или вы просто привыкли? Поначалу было очень сложно, потому что мы приходим с другого мира сюда, и когда мы ее видим первый, можно сказать, небольшой ее крик на нас, мы вообще удивляемся, а уже потом со временем к этому привыкаем. Мы не воспринимаем ее как руководителя или как наставника, мы больше ее воспринимаем как маму. Она нам желает лишь добра. Если она кричит, если она ругает, то только по существу. Сколько часов длилась ваша сегодняшняя репетиция и чувствуете ли вы, что вы работаете на износ?
Мы сегодня работаем где-то 5 часов с копейками. Да, без перерыва. У нас не было ни обеда, ничего-то еще. Мы не жалуемся. Да. У каждого свой характер, свой подход, свои мысли. И надо изучить этого человека. Я им и мать, и сестра. Я их никому в обиду не дам, это все знают. Именно в 2012 году мне пришлось не только вести свой коллектив, мне пришлось еще перестроиться на художественного руководителя Государственной филармонии. Вначале я испугалась очень. Это такая громада. Я сильно такой стресс получила вначале. А потом уже потихоньку привыкла, даже понравилось работать с артистами, потому что у нас же очень талантливые люди. Я люблю дисциплину. Если я прихожу на работу за полчаса до какой-то репетиции, а человек может прийти на полчаса позже, мне, конечно, крайне бывает неприятно. Я прихожу на работу с такими эмоциями, с такими положительными эмоциями. Если я его уважаю, почему ко мне нет этого уважения? Я даже к себе очень требовательна. Я переживаю очень сильно за тех артистов, которые в молодости очень сильно звучали, были любимы, но и сейчас они любимы, конечно. Но я себя подготавливала, я видела, как они переживают свой уход со сцены. И болезни были. Нельзя вот так вот резко отвернуться от сцены, мне так кажется. Поэтому как-то я себя подготавливаю, чем-то дополняю вот этот вот пробел чем-то другим. И поэтому, мне кажется, мне немножко легче. Ничего вечного же нет все равно. Все мои звания, они, мне кажется, были всегда для меня неожиданные. Я даже не знала, что мне будут вручать какое-то звание. Ни один раз. В 90-м году дали первое звание «Заслуженная артистка Чечни и Ингушетии». А в 2003 году мне вручили звание «Народная артистка Чеченской Республики». Тоже я не знала. В 2008 году мне вручили звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». Но орден Кадырова – это, конечно, отдельная история. Я как раз готовилась на свой день рождения, 8 марта. Мне звонят домой и говорят, срочно нужно приехать в аэропорт. Я приезжаю туда, все руководство там во главе с Рамзаном Ахматовичем. Первый указ зачитали о вручении мне ордена Кадырова. Это когда открывали аэропорт. Я никогда ничего не ждала. Успешная чеченская женщина, если она может одинаково уделять время и своей семье, и работе, если у нее это получается, она уже успешная женщина. Да, были и минусы, да, были и плюсы, да, были и черные полосы, да, были и светлые полосы. Все это было. Были и слезы, были и радости. Но это мое. Я должна была через это пройти. Конечно, я же могу что передать своим детям и тем людям, которые находятся со мной рядом. Мое богатство.